Иголка плавно бежит по полотну, и из-под рук юной мастерицы выходят ровные строчки. Первокурсница Алия Асканова – одна из 5 участниц сегодняшнего швейного состязания. Свои первые стежки девушка сделала под руководством мамы, профессиональной швеи, которая трудится в ателье. Туда школьница приходила почти каждый день, сразу после уроков, помогала маме и набивала свою руку. Признается, что труд швеи – дело не из легких, но как сказочная Золушка грезит сшить себе платье мечты, которое однажды увидела на просторах интернета. Очень хотела бы себе платье сшить белое. Свадебное? Нет, просто белое. Это было очень тяжело. Когда я первые строчки училась давать, было довольно-таки тяжело. В тренировочном швейном цехе работа кипит. Задание конкурса – раскрой и пошив юбки брюк. На выполнение дается 5 часов. Не покладая рук, ножниц и лекал, будущие технологи моды создают свои изделия. Для всех участниц созданы равные условия. Выдан одинаковый метраж костюмированной ткани с добавлением вискозы, а также равное количество инструментов. Требования в оценке конкурсных работ очень высокие. Но у этих участниц есть весомое преимущество – обучение у опытных наставников. У нас есть наставники, которые отработали большой стаж работы. У нас одна из наставниц Гагиева Хава, это призер чемпионата Евразии. Она готовит, в принципе, знаете, очень достаточно такая талантливая, требовательная. В колледже сервиса и быта сегодня проходит отбор лучших конкурсантов сразу по 5 направлениям. Кроме технологии моды, на суд экспертов выставлены разработка игр и мультимедийных приложений, сетевое и системное администрирование, туризм, медицинский и социальный уход. Участники выполняют конкурсные задания, максимально приближенные к реальным условиям работы в своей профессиональной сфере. Пожалуйста, расслабьтесь. Если что, сразу говорите. Сейчас я подготовлю все и преподаю к вам. Роль пожилой пациентки по имени Алевтина Георгиевна со старческой астенией играет молодая студентка, а вот медсестре роль играть не придется. Будущий медик будет выполнять все процедуры заболевшей даме, как в реальных условиях, в соответствии с поставленным диагнозом. Студентки, обучающиеся по специальности «Сестринское дело», проходят испытания по 2 модулям. Стационар, где они демонстрируют навыки ухода за больными, соблюдение медицинских протоколов и этических норм, а также поликлиника, куда пациенты приходят для обследования. Проверяю салфетки на герметичность и сверяю срок годности. Демонстрировать практические навыки будущим медицинским сестрам не впервой. После каждого семестра они проходят практику в лечебных учреждениях республики. У студентки 3-го курса Амины Гулоевой, хотя никто из старших родных не занимался врачеванием, все сестры решили стать медиками. Девушка признается, что пока самое сложное для нее – это наладить контакт с пациентами, которые не особо желают, чтобы процедуры им проводили студенты. Между тем, очень многое у Амины получается легко. Вспоминает, что однажды, даже не имея существенных теоретических навыков, она благополучно поставила катетер. Это была моя младшая сестра, у нее была крастуха. Я специально для того, чтобы не травмировать ее вены, решила установить катетер. Она знала, она волновалась больше, чем я переживала, конечно, потому что я его первый раз устанавливала. Она знала, что я его вообще не изучала, скажем так, изучала поверхностно. Она тоже боялась, но я справилась с первого раза. В будущем Амина мечтает выучиться на врача. Уже имеющиеся знания решила показать на чемпионате профессионалы. В целом, это уникальная платформа для демонстрации навыков по наиболее востребованным направлениям. Чемпионат направлен на поддержку молодых специалистов и их трудоустройство в ведущей компании отечественных производителей. Сейчас участники чемпионата профессионалы борются за право попасть в отборочный тур. Далее последует национальный этап. Но попасть туда смогут только лучшие из лучших. И каждый из участников надеется стать таким лучшим, чтобы достойно представить Ингушетию на всероссийском уровне. Анастасия Шишина, Султан Магушков, Магаз 24.